Великая смута ждет зрителей театра Тинчурина. Уже послезавтра там представят «Последнюю легенду». Премьера с таким названием повествует о национальной истории XVI века. Кровопролитие, интриги и любовь. Спектакль обещает переживания вплоть до мурашек по коже. Главная героиня действа – Сюембике. Завесу интриг Казанского ханства приоткрыла Маргарита Петрова. Князь Серебряный. Политическая хитрая лиса, я бы так сказал. Да. Именно Петра Серебряного Иван Грозный направил в устье реки Свияга возводить будущий Свияжск. Грим для превращения в князя занимает полчаса. Синяки под глазами, чтобы добавить возраст. Персонажу около 40, на 15 лет больше, чем артисту. Роль характерная. Боярин – один из главных злодеев по сценарию. Читать, как могли в то время манипулировать, как могли в то время словом добиться такого успеха без меча. Однако и мечи для премьеры заготовлены. Бои поставил руководитель татарстанской школы каскадеров. Вместо 1000 бойцов на сцене несколько десятков. А сделать сражение масштабнее помогает свет. В полумраке особенно сложно бить с расчетом на готовность партнера. Я уже вижу защиту человека, своего партнера, когда я начинаю уже делать удар. Я смотрю на него, и я вижу в глазах до такой степени самое главное партнерство. Вот мы с Ильфаком Хафизовым деремся уже несколько лет, работаем, 6-й год. И не бывает там пальцы, там руки чуть-чуть побиваешь, ну это мелочи. Когда я только надела эту шапку, я поняла, почему царские повороты головы, они такие медленные, степенные. Есть вес, есть. Тяжела шапка Мономаха, говорят же. Тяжелые, жаркие, после репетиций в таких костюмах. Все мокрые, говорят артисты. Зато ручная работа. Готовясь к премьере, все детали, даже характеров, искали в трудах историков. Например, Сюембике, хотя и бывает слабый, но слез себе не позволяет. Ведет себя царственно. Репетиции начались в декабре. Изначально они были похожи на уроки истории. Артисты изучали даже границы Казанского ханства. Спектакль поставлен на средства гранта Министерства культуры Республики. Автор пьесы – Мадина Маликова, первая женщина-романист Татарстана. Специально написана и музыка. В этот раз зрители не увидят масштабных декораций на сцене, минимализм. Главная завязка спектакля – вот этот трон. Согласно истории, Казанскому ханству его подарил турецкий султан. Как и на оригинале, в основании этого изречение из Корана. В арабской вязи зашифровано, что Аллах – лучший защитник. Главное, что хотели постановщики пьесы – это приоткрыть завесу тайны, почему была взята столица. Маргарита Петрова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань.